Нами активно ведется работа по решению задачи приобретения квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно действующему законодательству, на сайте госзакупок с целью определения поставщика услуг Миноборнауки Ингушетии были 4 раза размещены заявки на 40 однокомнатных квартир. Мы планируем закрыть этот вопрос до конца года, сообщила Эсет Бокова. По словам зампреда, отсутствие на первичном и вторичном рынках жилых помещений площадью 33 квадратных метра, установленных в качестве нормы социального жилья, а также несоответствие рыночной стоимости реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона препятствуют скорому разрешению ситуации. Так, показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствии с приказом Минстроя России составляет 32 400 рублей, что не совпадает с реальными ценами. Владимир Сластенин обратил внимание представителей муниципалитетов, что в ближайшее время необходимо найти в населенных пунктах подходящее жилье. Глав районов и городов прошу ускорить работу. Времени мало. Эсет Ибрагимовна, вопрос должен стоять на ежедневном контроле, обратился к присутствующим глава Кабмина. Напомним, что число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на получение жилья, но не реализовано, составляет 1199 человек. В этом году на приобретение 40 жилых помещений выделена федеральная субсидия в размере 40 миллионов рублей. На сегодняшний день 2 квартиры выкуплены, 22 находятся на обработке, проверке регистрации. Открытым остается вопрос по 16 квартирам. Необходимая сумма доплаты для выкупа 22 квартир составляет 13,5 миллионов.